Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Модернизация первичного звена. Медицинская помощь имеет огромное значение для каждого человека, и теперь жители села Харьковского смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях и с использованием современного оборудования. В Шелковском районе открылось новое здание фельдшерско-акушерского пункта. Высокий уровень сервиса и комфорта. Рейс будет выполняться 3 раза в неделю на комфортабельных самолетах Boeing 737-800, в которых предусмотрены 180 мест, включая 12 в бизнес-классе. Из Грозного в Дубай открылись дополнительные рейсы. Преодолевая собственные ограничения. Основная цель нашей школы – это, конечно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели доступ к различным видам спорта, чтобы они могли вести активный образ жизни. Спортивная школа Ламан-Аз занимается спортивной подготовкой лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под председательством Шаида Джамалдаева состоялось 85-е пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели 48 вопросов, включая региональные и федеральные законопроекты. Они касались республиканского бюджета, ведения на территории Чеченской Республики специального налогового режима, о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 и 2026 годы. Кроме этого, в ходе заседания назначили на вакантные должности мировых судей Чеченской Республики. Также были приняты региональные законы о градостроительной деятельности в субъекте и о муниципальной службе. Депутаты поддержали проекты федеральных законов, законодательной инициативы и обращения субъектов страны. В столичном аэропорту проводили очередную группу добровольцев. Бойцы прошли курс подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Некоторые из них отправляются на передовую не в первый раз. Всем необходимым их обеспечил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Предварительно бойцы заключили контракты с Министерством обороны. Это гарантирует получение всех льгот и социальных гарантий как военнослужащим. Проводили добровольцы представители республиканской власти. С напутственными словами к ним обратился министр внутренних дел по Чеченской Республике Ирасханов Аслан. Мы гордимся. Через несколько часов вступите в ряды нашего спецназа Ахмат. Я вам желаю удачи. Друг друга берегите. Помогайте друг другу. Слушайтесь командиров и возвращайтесь живыми и здоровыми. Нас всех хочу поблагодарить нашего Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича, с первых дней, который постоянно помогает нашему верховному главнокомандующему. В Шелковском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Новое здание было построено по поручению главы региона в ответ на актуальную необходимость улучшения доступа к качественной медицинской помощи для жителей села. Он соответствует всем современным стандартам и санитарным нормам с полностью укомплектованным штатом специалистов. Лейла Муртазова продолжит. Жители села Харьковское Шелковского района столкнулись со значительными переменами. Для них построили новое здание фельдшерского акушерского пункта. В честь данного события прибыли министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов и должностные лица субъекта. Мы открываем новое здание фельдшерского акушерского пункта в селе Харьковское. Доступность качественной медицинской помощи имеет огромное значение для каждого человека, и теперь жители села Харьковского смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях и с использованием современного оборудования. Это существенно повысит уровень медицинского обслуживания и качество жизни местного населения. Важно отметить, что это лишь часть масштабной работы, проводимой фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова, направленной на создание благоприятного условия жителей республики. Хочу выразить искреннюю благодарность главе Чеченской Республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту регионального общественного фонда Аймане Васильевне Кадыровой за неоценимый вклад и постоянное внимание к системе здравоохранения республики. Далее
зале состоялась церемония открытия. По традиции, перерезав красную ленту, почетные гости направились осмотреть отделение. Возвели объект за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Все медучреждения первого звена были переведены с арендуемых зданий в свои собственные владения. Сегодня один из первых ФАПов, можно сказать, один из первых поручений, которое было дано Рамзану Ахматовичу, когда было проделано село Харьковское. Мы построили Идам, Ладно. В последующем есть еще районы, Нажиюртовский район и Тумкалинский район. В последующем данное поручение, которое было дано нам Рамзану Ахматовичу, когда будет выполнено качественно и в кратчайшие сроки. Фельдшерский акушерский пункт был возведен в связи с тем, что предыдущее медицинское учреждение располагалось в арендованном здании, что приносило ряд неудобств как для пациентов, так и для врачей. Эта проблема была озвучена на совещании по развитию Шелковского муниципалитета, где Рамзан Кадыров поручил в кратчайшие сроки решить данный вопрос. 15 августа совещание даванчайна асишцай ФАП администрация кабинет выделитин чутарин ютха из центандана осахедариалш су поручение ла оздина совещание сакачвазер со уже хабахкен метк хагайт мичаез оздина дин дайволина доксоотна хиртана ахир. Новое учреждение будет обслуживать население в количестве 2457 человек. Штат полностью укомплектован, на месте работают высококвалифицированные специалисты – фельдшер, акушерка и медицинская сестра. ФАП в данном населенном пункте наши медицинские работники испытывали ряд затруднений при своей работе. Работники находились в арендованном помещении. Конечно, затрудняло проводимую нами работу, и строительство нового здания ФАП облегчит работу нашим работникам. Население данного населенного пункта смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. В планах региональных властей в конце года ввести в эксплуатацию еще 7 медицинских объектов, которые будут построены в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики». Тем самым сделать большой прорыв в улучшении инфраструктуры и доступности услуг для жителей всех населенных пунктов субъекта. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Высокая ответственность и постоянное обучение. Межрегиональная научно-практическая конференция «Совет экспертов по заболеваниям системы крови и кроветворных органов» прошла в Республиканской клинической больнице имени Ахмата Хаджикадырова. Она способствует образованию врачей, направлена на улучшение выявления пациентов с заболеваниями крови и своевременное начало терапии. Подробности мероприятия в нашем следующем сюжете. Любая болезнь не предвещает ничего хорошего. Как никому другому об этом известно носителям белых халатов. У медицинских сотрудников тяжелая работа, высокая ответственность, эмоциональное напряжение и постоянное обучение. Однако они не только развиваются сами, но и стараются просвещать общество всеми возможными способами. Одним из таких способов стала межрегиональная научно-практическая конференция «Совет экспертов по заболеваниям системы крови и кроветворных органов», которая прошла в Республиканской клинической больнице имени Ахмата Хаджикадырова. В ней участвовали спикеры из самых разных городов нашей страны. Совещание – это повысить уровень докторов в регионах в соответствии с современными меняющимися клиническими рекомендациями. Я как раз эту схему терапии назвал, и неделю назад были утверждены новые клинические рекомендации у нас в стране в Минздраве Российской Федерации. И это обмен опытом. На конференции выступили 9 гематологов с докладами в 2 секциях: актуальные вопросы гематологии и актуальные вопросы диагностики и лечения железодефицитных состояний. Главврач Малика Межидова подчеркивает, каждый медик в своей теоретической или практической деятельности сталкивается с проблемами клинической гематологии. Конференция организована и таким образом, чтобы мы могли обсудить очень много насыщенных современных тем, которые касаются каждой специальности, наверное. Очень актуально идет онкогематология, железодефицитное состояние при беременности, железодефицитное состояние после ковида. Обсудим роль наследственных генных факторов как в диагностике онкогематологии, так и при применении протоколов лечения. Ведь используя современные высокотехнологические методы исследования, адекватной химиотерапии, сопутствующей терапии.
В зале присутствовали работники и студенты-практиканты медицинской сферы, так как затрагиваемая тема является актуальной для врачей всех профилей. Также участники конференции разделили с коллегами по призванию задачи и решения проблемы, связанных с болезнями крови. Сегодня здесь проходит обмен опытом между ведущими специалистами в сфере медицины. Участники делятся лучшими практиками, находят новые решения, и, судя по всему, это принесет ощутимую пользу всей отрасли. Медицина интенсивно развивается, постоянно предлагая новые методы лечения и профилактики заболеваний, и Чеченская Республика не является исключением. Милана Хабибулаева, Маусар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Грозненский аэропорт развивает международные маршруты из столицы региона и вводит дополнительную частоту полетов. С 29 ноября увеличивается количество рейсов из столицы Чеченской Республики в Дубай до 3 раз в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Это позволит пассажирам выбрать рейс с максимально удобным для них расписанием. О современных стандартах сервиса Рамзан Абуев. В 12:40 в столичном международном аэропорту приземлился первый самолет третьего дополнительного рейса по маршруту Грозный-Дубай-Грозный. Честь совершить полет выпала авиакомпании «Ютейр». Пассажиры отмечают высокий уровень сервиса и комфорта. Очень удобно. Сам самолет понравился. Авиакомпания «Ютейр» очень хорошая компания. С комфортом перелетели, долетели и обратно. Полет прошел отлично. Все было хорошо. Алхамдулилlah. Хорошо, что у нас есть прямые рейсы из Дубая, Грозный, очень удобно. Теперь полеты выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Грозного в 4 часа утра, а обратный рейс из Дубая в 9:45. Рейс будет выполняться 3 раза в неделю на комфортабельных самолетах Boeing 737-800, в которых предусмотрены 180 мест, включая 12 в бизнес-классе. Время в пути составляет 3,5 часа. По поручению Рамзана Кадырова продолжаются работы по расширению географии полетов, включая международные направления. В скором времени планируется увеличение рейсов в Анталию. Второй в Дубае был запущен в августе, совсем недавно и в Джидду. В связи с востребованностью договорились с авиакомпанией, добавили этот рейс. Мы работаем в связке с турфирмами с Москвы, с Питера. Все рейсы, которые на сегодняшний день так получилось, что все рейсы, которые улетают у нас на Дубай, на Стамбул, на Турцию, Египет, в это южное направление, все они пролетают через Грозный. Поэтому пассажиру сегодня намного дешевле и удобнее лететь из Грозного. Из более чем 200 российских аэропортов Грозненский занимает 16 место по числу обслуживаемых пассажиров. В 2023 он принял 1 миллион 5 тысяч человек. Такого показателя в этом году удалось достичь уже за первые 6 месяцев. С введением в эксплуатацию строящейся воздушной гавани число полетов увеличится в разы. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан-Аз» создана как образовательное учреждение дополнительного образования лиц с ограниченными физическими возможностями. Она занимается спортивной подготовкой по следующим видам адаптивного спорта: спорт для глухих, слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Со времени организации школы достигнуты значительные спортивные успехи. Воспитанники являются чемпионами и призерами соревнований российского и международного уровня. Подробнее о деятельности и успехах школы в сюжете Медины Мударовой. В футбольной команде среди ампутантов 12 человек. 3 из них являются заслуженными мастерами спорта страны. Адам Межиев в этой сфере с 2002 года принимал участие в чемпионате России, Европы и мира. Получил травму после первых военных действий в Чеченской Республике, будучи ребенком, подорвался на мине. Случившееся никак не повлияло на его любовь к футболу, а напротив стало стимулом работать еще больше, признается мужчина. Огромную поддержку оказала и семья. Первое время, когда я был ребенком, мне было 10 лет, когда я получил травму. Наверное, поддержка близких в первую очередь, друзей, родителей, семьи, потому что никто не давал мне как-то себя почувствовать в чем-то ограниченным. А потом уже, наверное, с приходом понимания, это, наверное, в первую очередь вера. То есть все по воле Аллаха, и что бы с нами ни случилось, мы всему довольны. Занимается с командой главный тренер национальной сборной России по футболу ампутантов Руслан Гердишев. Под его руководством игроки добились многого. Недавно принимали участие в Кубке Российского футбольного союза в Сочи, где заняли первое место. Являются 8-кратными чемпионами страны по этой дисциплине. Предположить не мог, как могут люди на одной ноге играть в футбол. Когда мне
показали именно футбол ампутантов. Мы ездили в соседнюю республику, РСО Алания. На тот момент там существовала уже команда ампутантов, многократный чемпион России. И когда я посмотрел, как ребята занимаются, что они делают, поэтому принял решение заниматься именно этим футболом. Практически никакой разницы с основными элементами футбола, которые есть для здоровых ребят, нету разницы и для них. Главное преподнести и показать все правильно. Ну а то, что они на одной ноге, это, наверное, их более мотивирует и мобилизует. Потому что если бы не характер, я думаю, ребята таких бы успехов не добились. Каждый из них преодолевает собственные ограничения, доказывая себе и окружающим, что возможно все. Баскетбольная команда также не раз становилась призерами всероссийских и международных соревнований. На тренировках ребята усердно оттачивают технику и точность бросков. Баскетбольная команда из 12 человек занимается 3 раза в неделю по 2 часа. Их тренировки всегда проходят динамично. Каждый игрок знает свое дело и работает слаженно, как единый механизм. Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан-Ас» существует с 2013 года. На данный момент здесь занимается 233 спортсмена по 3 направлениям. Спорт для глухих, слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Есть занятия и по армрестлингу. В фойе учреждения красуется стенд с кубками. За блеском этих наград стоит огромные труды и невероятная любовь к своему делу. Первая и основная цель нашей школы – это, конечно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели доступ к различным видам спорта, чтобы они могли вести активный образ жизни. И на примере наших спортсменов мы им показываем, что можно, даже имея такие ограничения, можно заниматься профессиональным видом спорта, добиваться больших результатов, как на всероссийских и международных турнирах. У каждого из этих мужчин своя история. Несмотря на потери, которые пришлось пережить, спортсмены не сломлены. В подобных учреждениях они находят себя и раскрывают свой потенциал. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.